Сибирь, Якутск, минус 50. Холод обжигающий, жуткий. Погибает все живое, отключается техника, телефоны, ломаются машины, глохнут двигатели. Нет возможности заснять на телефон все масштабы бедствия. Заснеженные дороги, не проехать. Такси не вызвать, все отказываются ехать. Спасаем сквозь туман, сквозь холод обжигающий. Ноги, руки костенеют, чернеют, обмороженные. Жуткая обстановка в городе, вообще в Якутии. Но я о животных, которые погибают. Они, истощенные, без еды, бредут сквозь метель, пока не подкосятся ноги. Тогда они сворачиваются в скрюченных... Тогда они сворачиваются в скрюченных позах от обжигающего холода и засыпают в муках. Ой, не могу просто. Не могу этот кошмар, который там происходит. Засыпают в муках вечным сном. А мимо них проносятся обмороженные такие же люди, но они все спешат домой, в тепло. Они дойдут до своего тепла. А вот до животных нет никому никакого дела. На утро то здесь, то там выходят из подъезда и видят трупы, засыпанные метелью, скрюченные, в скрюченных позах. Им было больно умирать. Но они умерли. Щенки и гладкошерстные, погибают в первую очередь. Спасаем того, кого можем, кого успевают. Спасает Татьяна, спасает Игорь. Но мест уже нет. Занятые, забитые до отвала все платные передержки. И платная передержка у Игоря тоже забита вся доверху. Собаки сидят друг на друге. В будке по 2, по 2, по 3 штуки. Вольеры, даже холодные, все заняты. Клетки в гаражах тоже все заняты. Собаки сидят уже друг на друге. Друзья, мы приняли сейчас решение, что надо докупить. Будки есть, но их мало. Надо докупить будки. Каждая будка, вот сейчас я узнала, стоит по 8500 рублей. Насколько хватит денег? На будки мы не собирали денег, поэтому у нас их нет. Но каждая будка 8500. Как вы считаете, будем мы еще кого-то спасать? Спасать чьи-то жизни. Чем больше будок, тем больше жизней спасем. И сажать на цепь. И заполнять сеном. Других вариантов нет. И сено в радость, и будка в радость. Сейчас пока в сугробах они погибают. Еду в порт с малышами. Это наши ППЖ. Еду за помощницей, за волонтером. Проезжаю как раз. Вы, да, ребятишки, вы отсюда. Мы вот вас сначала лисичек забрали, потом сразу следом через 3 дня вас. Но здесь за городом не так сильно туман, как в центре. Вот с авиапорта мы сразу без остановок едем опять в ППЖ. Вот приехали, набираем мелкошей, всех, кому срочно нужна помощь. А тут только успевает привозить. Вот Александр ходит нам, вот он нам, щенка нам несут. Давно мы его хотели забрать. Нам очень нужна ваша помощь. Пожалуйста, услышьте, нам нужна ваша помощь. Нужно еще сено, солому набивать в будки. И это тоже надо. И в ППЖ тоже у собак не хватает сена. И нет времени на ожидание, на обсуждение, на диалоги, на споры. Вы понимаете, что мы сидим все по теплым квартирам и домам. Нас нигде не обмораживает. Мы сидим около холодильников, нам всем тепло. Тепло и сытно. Друзья, говорить можно сколько угодно. Или мы принимаем быстрое решение,
Будки сейчас тоже в достаточном количестве нет. Их надо заказывать. Их готовить их будут тоже 2 суток. За 2 суток еще сколько собак погибнет. Многие руки у Тани и Игоря были вчера обморожены. Они чуть не погибли. Потому что машина, лопнули колеса. Колеса как стекло. И не было в поле никого. Никакого путника и проезжающей машины, чтобы можно было бы им помочь. Техника вырубается, телефоны не работают. Позвонить, чтобы вызвать какую-то службу, бесполезно, даже никто не приедет. Ой. Итак, говорить можно сколько угодно. Я опять-таки о животных. Вот предстоящие расходы ближайших 2-3 дней. Это покупка будок каждая по 8500. Заказывать или нет? Сколько заказывать? Сможем или не сможем? Будем сделать сбор или нет? Покупка сена. И в ППЖ нужно тоже сено. И оплата передержек тех собак, которые мы будем сажать. Мы должны их оплачивать. За ними нужен уход. Нужно варить им кашу. Надо покупать им корм. 300 рублей в день, умноженное на количество собак и на количество тех дней, недель, пока они будут сидеть на этих передержках до вывоза в Москву. Люди, я очень прошу вас, пожалуйста, давайте не будем обсуждать, какие реквизиты указывать. Те реквизиты, которые указаны в ролике, это и есть собачьи деньги. Они все до копейки будут потрачены только на собак. Только на собак, только на их спасение. Всех не спасем однозначно. Их много. Но кого успеем? На кого сердце торкнет? Пожалуйста, услышьте. Реквизиты, которые идут в этом ролике, это действующие, это не мошеннические реквизиты. Вы почему так много спорите о каких-то реквизитах? Потому что вы сидите в тепле. Вам есть о чем поспорить, поупрекать, пообзывать. Мне очень больно. Мне стыдно. Мне стыдно перед собаками, которых мы не можем спасти, и мимо которых проходят люди. Я не знаю, как им это объяснить. Я не знаю, как им объяснить, что мы цифры делим. Делим реквизиты. Все до копейки будет потрачено на собак. Мы вам обещаем, что мы можем вам еще показать. Будем фото, видео снимать, показывать. У меня все.